Уже в этом месяце некоторые жители Коми получат квитанции с ежегодной корректировкой за отопление. Суммы, которые были указаны в прошлогодних документах, перерасчитаны либо в сторону увеличения, либо уменьшения. В Министерстве ЖКХ процедуру называют традиционной, потому для жителей республики она не должна быть в новинку. Каждый регион регулирует форму оплаты за коммунальные услуги самостоятельно. Это федеральное правило. В Коми рабочими считаются два варианта. В первом жители рассчитываются за тепло равными суммами ежемесячно. Во втором только в холодные месяцы, когда фактически и пользуются этими ресурсами. Форму расчетов выбирают сами жильцы. Так вот, квитки с перерасчетом получают те, кто платит ежемесячно и кто проживает в домах с общедомовыми приборами учета. Корректировки касаются только тех домов, где собственники не приняли решение о начислении платы только в отопительный период. То есть у нас корректировки осуществляются только в тех домах, где осуществляется равномерное начисление платы. Здесь надо пояснить, как начисляются платежи за отопление и как возникает та самая корректировка. Цифры в квитках – это сумма, которая была начислена на основании среднего потребления в предыдущем году. А в начале следующего года производится расчет фактически потребленных ресурсов. Вот эта разница между начислениями сейчас и выставляется потребителям. Под корректировку 2018 попали 4 муниципалитета – Сыктывкар, Ухта, Сосногорск, Инта. Всего 550 домов и 50 тысяч клиентов. Суммы разнятся от 2 до 15 тысяч рублей. Если корректировка пошла в минус, такие дома тоже есть, и по Ухте, например, их большее количество. Порядка 200 домов по Ухте попали под корректировку, из них более 80 домов только ушли в плюс, соответственно, все остальные, они получат минусовую корректировку, в квитанции у клиента будет указана переплата. То есть, если человек получил квитанцию и там он видит переплату, то у него есть возможность прийти в офис продаж, написать заявление о возврате этих денежных средств, либо о перераспределении этих денежных средств между другими лицевыми счетами. Стройжилтехнадзор тем временем намерен провести проверку и по остальным муниципалитетам. Что касается других муниципальных образований, здесь, наверное, служба уже будет узнавать по факту, когда будут поступать обращения, заявления граждан за разъяснениями. Все, кто получит счета квитанции с уточненными цифрами, смогут обратиться за разъяснениями в энергосбытовую компанию. Там, безусловно, помогут. Если сумма платежа окажется неподъемной, потребителям предложат рассрочку на 6 месяцев. Ну а на будущее руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль» Дарья Шучалина посоветовала, чтобы избежать корректировок, перейти все-таки на ежемесячные расчеты по фактическому потреблению ресурсов. Для этого собственникам жилья необходимо лишь принять коллективные решения и предоставить ресурсоснабжающей организации протокол собрания. Татьяна Супряткина, Олег Костромин, телеканал Юрган.